Алейкум. Мавиле, nasıl işler, neler yapasınız? Selamünaleyküm saygılı ve hürmetli vatandaşlar. Sabah şerifiniz hayır olsun. Aytkanım gibi men şimdi böyle bir misafirlikte bulunmaktam. Elbette de bu insanlar meraklı ve böyle bir pozitif insanlar demeye mümkün. Bu insanlar hakikaten de gerçekten de hayatın böyle bir zevkini, böyle bir hakikaten de zevkini his etken balacıklardır. Bu insanlar güneş balacıkları deyip adlandırırlar. Yani deyti Солнце deyip adlandırırlar ve bu balacıklar elbette de bizim hayatımıza böyle bir pozitiflikni getirirler. Men bilesem şimdi men sizlerini bu insanlarla tanış edeceğim. Bu insanlar Pamela, Daniel ve Fatime Abdurrahmanovlar. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sabahlar hayır. Ассаляму Nasılsınız? Как ваши дела? Как утро началось? У нас все хорошо, мы очень рады приветствовать вас снова. Вот. Утро началось, как всегда, рабочим. То есть дети у нас танцующие, студия у нас танцевальная. И, как всегда, у нас начинается утро с хорошей музыки, с хорошего настроения, да? Да. А у вас, Памела, как начинается утро? С На- улыбкой, Да. наверное, да? Да. С улыбкой. А у вас, Данил? Да. Да? Тоже все хорошо. Всё хорошо. Дети очень жизнерадостные, очень, знаете, такие талантливые дети, что я не думаю, что у них утро может начинаться с плохого настроения, да, Памелочка? Да. Мы знаем, что вы занимаетесь современными танцами. В каких направлениях вы работаете и насколько это важно для одаренных, для таких прекрасных детишек? Вы знаете, мы занимаемся современными стилями с всеми, вот, и у нас танцует и хип-хоп, и джаз-фанк, контемп, модерн, такое направление, как линди-хоп мы сейчас развиваем, вот, и дети Памела и Даня, они танцуют уже на протяжении 3 лет и уже показали себя очень талантливыми, особенными детьми. Вы знаете, эти дети танцуют наравне с обычными детьми. Вот, кстати, у нас скоро будет отчетный концерт, вот, и они будут танцевать на отчетном концерте, у них будет сольное выступление. Вот. Дети очень любят танцевать, им очень нравится, они стараются не пропускать ни одно занятие. Между прочим, Памела помогает мне в группе для детей с синдромом Дауна и для детей с диагнозом аутизм. Вот. Хорошая моя помощница. Я думаю, что в дальнейшем, может быть, Памела начнет вести свои группы. Да, для детей с синдромом Дауна. Памела, ты хочешь это? Да. Ты любишь танцевать? Да, люблю. Какая именно твоя любимый танец свой? Есть запоминающий какой-нибудь танец? Много, наверное, да, у тебя Да. есть? Восточные Я любишь тоже. танцевать? Ух ты! И сколько времени надо, чтобы выучить танец? Где-то 2 недели, да, 2 недели. недели. Между прочим, Памела восточный танец танцует сама от себя. То есть, представьте, настолько такой самородок, что у нее танец просто, она вот импровизирует. И это настолько профессионально получается, что можно подумать, что Памела уже много лет, то есть, что она там учится восточному танцу. На самом деле, она сама танцует это все. Вот. Вот так. А Данечка у нас танцует хип-хоп. Очень любит, да, постоянно звонит мне, говорит, когда у нас тренировки по хип-хопу, да, Данечка? А сколько в неделю раз вы занимаетесь? Мы занимаемся 2 раза в неделю, и 3-е занятие у нас по субботам, это индивидуальные занятия, у них проходят, вот особенно сейчас, подготовка к отчетному концерту. Вот. 3 раза в неделю. А сколько детишек в группе? Вы знаете, у нас есть группы, специальные группы и инклюзивные группы. В специальных группах для деток с синдромом Дауна и для деток с диагнозом аутизм у нас в группе пока 10 человек. Но мы набираем, вот, так что у кого есть желание, пожалуйста, приходите. Вот. А в специальных группах у нас много детей, потому что дети разновозрастные и очень много разных групп. Вот. Памела и Даня, кстати, занимаются как в инклюзивной группе, так и в специальной группе. То есть в специальной группе они мне помогают, вот, с такими же детьми особенными, вот, а в инклюзивной группе они танцуют, учатся танцевать, общаются с обычными детьми. Скажите, пожалуйста, вы танцуете. Это искусство немаловажно для нашего народа, для крымско-татарского народа. А
есть ли танцы, которые элементы крымско-татарские, может, какие-то движения? Вот. Расскажите, Вы пожалуйста. знаете, ну вот так как мы преподаем современные стили, вот, то я делаю хореографию в крымско-татарскую хореографию, но стилизованную, то есть, может быть, это как бы крымско-татарский танец, только это с элементами, ну там, то есть в стиле модерн, как бы вот так вот. Конечно же, ну как бы там есть, особенности нашего народа, как бы, вот нашего танца национального. А вы уже ставили танцы? Да, вставили. Вот у нас была постановка, называлась постановка Дивы. Это было в стиле модерн, под восточную музыку. И у нас были костюмы такие, крымско-татарские костюмы, но такие модернизованные, знаете, вот такой вот. И, кстати, дети получали на протяжении 2 лет лауреатов первых мест. Вот. Сейчас мы вот готовимся на фестиваль в Петербург, вот, и у меня девочка будет танцевать тым-тым тоже в современном стиле. Интересно Да. посмотреть. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно эту профессию? Я думаю, что работать с детьми – это нелегкий труд. Почему? Вы знаете, работа с детьми нелегкий труд, но очень забавный, знаете, очень такой вот, благородный, я считаю. Я не знаю, наверное, я не представляю вообще другой профессии, как быть хореографом и быть педагогом и работать с детьми. Меня это вдохновляет. Благодаря этому я, наверное, каждый день улыбаюсь, вот, и вот я не могу не работать с детьми, вот, особенно с такими. Памела, сколько тебе лет? 20. 20, а вам? 30. 13. 13. Ух ты, а вы учитесь, да, в школе учитесь? Да. Нравится вам учиться? Да. Какой любимый предмет ваш? Есть такой любимый предмет? Да, не математика. Математика. Математику любите, а вы? Мать. Тоже математику? Да. Ух ты, они еще и умеют и танцевать, и учиться. Вот какие одаренные детки. Фатиме Ханум, тяжело ли работать с такими талантливыми детьми? Они на самом деле-то очень талантливые. Да, они талантливые и особенные. Знаете, на самом деле не тяжело, когда ты любишь этих детей, когда ты с открытым сердцем их принимаешь такими, какие они есть. И потому что, вы знаете, детей не обманешь на самом деле, а особенных детей тем более не обманешь. Они чувствуют чувствуют все. Твое отношение, твое настроение. Вот даже бывает в тот момент, когда, например, я прихожу с плохим настроением, но при этом я детям это не показываю. Памелочка обязательно подойдет, обнимет. То есть, понимаете, они очень чувствуют, очень чувствительные дети. То есть просто так с такими детьми, просто сухим сердцем с такими к ним не подойдешь. То есть они даже не подпустят на самом деле. Вот так вот. Так что, когда их любишь, с ними не тяжело. Расскажите, пожалуйста, о своих достижениях. Я знаю, что вы участвуете в конкурсах, фестивалях. Какая вот большая награда, может, запоминающая награда ваших учеников? Вы знаете, я думаю, что большая награда у нас еще будет, потому что мы только в начале нашего творческого пути, мы только недавно создали уже свою студию и начали работать. Вот. И вот мы были в октябре месяце в Сочи на фестивале юношеского, на международном фестивале. И у нас было 12 постановок. И все эти постановки получили лауреатов первых, вторых и третьих мест. Так что сейчас мы готовимся в марте месяце тоже. Мы едем на фестиваль в Санкт-Петербург. Вот. И мы хотим получить... я думаю, что большая награда у нас еще впереди. А в Санкт-Петербурге какой фестиваль будет? Тоже будет Всероссийский? фестиваль, да, будет международный фестиваль, называется «Магия танца». Вот мы готовимся. Какие танцы приготовили? Мы, знаете, в этот раз мы повезем и современные, и народные, вот, и будем стараться, чтобы у нас, репертуар был разнообразный, да. Так как Крым многонациональный, поэтому мы должны и народности представлять, конечно же. Да. Расскажите, пожалуйста, Фатиме Ханум, о вашей деятельности. Почему вы выбрали эту профессию? Может, у вас идет родители, может, занимались? Почему любовь к искусству, любовь к детям? Вы
знаете, наверное, ну, как бы родители у меня не занимались хореографией, ну, как бы там, как бы не сильно связаны с искусством. Вот, я просто сама ходила танцевать в танцевальный кружок. И, наверное, это настолько меня зацепило, особенно когда в те моменты, когда я сама лично начала выходить на танцпол, танцевать. Вот, и мне это настолько понравилось. Я постоянно смотрела на своего тренера, и как он ведет себя с детьми, и мне просто, я всегда представляла, что вот я могла бы быть такой. Вот, и вы знаете, мое первое образование вообще не связано с, как бы, с хореографической деятельностью абсолютно. Вот, и я как-то поняла, что я все-таки хочу заниматься танцами. Это вот мое, вот, и как бы я творческая личность, и я хочу этим заниматься, и у меня получится. И когда я приняла решение, что я буду хореографом, что я буду педагогом, вы знаете, у меня все так просто, настолько все это было гладко, такое ощущение, как будто это вот мое призвание. Вот я понимаю, что это мое призвание. Как давно вы занимаетесь преподавательской деятельностью? Уже будет, вот как преподавательской деятельностью 5 лет. 5 лет, да. Как я уже тренер, да, я преподаю. Вот. Тяжело ли работать с такими детками? Нет. И, может, отношения с других люди, как относятся к таким деткам? Знаете, на самом деле, вот они даже вот входят ко мне в обычную группу, в инклюзивную. Дети легко их воспринимают, они очень дружелюбные. Вообще, они когда даже становятся, когда занимаются с обычными детьми в группе, никто даже не замечает, что они работают наравне с ними, абсолютно наравне. И точно такую же программу, какую я даю обычным детям, точно такую же программу они берут. То есть, как бы не нужно, ну, как бы не нужно, вот знаете, вот специально подходить, специально индивидуально работать с ними, да, там. Мы индивидуально с ними работаем только тогда, когда, например, у них сольные выступления. А так в общей группе они работают, ну, как бы со всеми детьми наравне. Они уже выступали на большой сцене? Даня уже выступал на большой сцене, да, он со старшей группой хип-хоп, он уже выступал, получал первое место, да, Даня. Помылочка тоже, ну, выступала, но как бы, ну, на отчетных концертах внутренних, вот. Но сейчас будем уже немножко работать над тем, чтобы уже выходить на какие-то соревнования. Вот. Сейчас какой танец вы изучаете, Памела? Ну вот мы говорили о том, что вот сейчас Памела на отчетный концерт будет танцевать стиль джаз-фанк, а Даня танцует стиль хип-хоп. Угу. А восточный танец как? Ух ты! Я так думаю, это очень позитивно, очень зрелищно. Да? Да, очень зрелищно. Мы как-нибудь вас пригласим на наш отчетный концерт, на наши занятия, и вы просто сами увидите, как у нас проходят занятия, да? Вот. Когда у вас будет отчетный концерт? Ну, где-то в 20-х числах декабря, мы еще не определились, да, мы обязательно вас пригласим. А у вас какие группы, какие возрастные группы? Разновозрастные группы. Мы начинаем работать с детьми с 3 лет и до бесконечности. Главное, чтобы было желание, знаете. Вот. И набираем всех, потому что я считаю, что когда у ребенка есть огромное желание танцевать, знаете, этот талант можно развить. То есть все... главное, чтобы было желание. Будем работать со всеми. К сожалению, наша беседа подходит к концу. Вы очень позитивные, очень жизнерадостные. Такие люди для нас на самом деле это пример. От вас мы должны учиться. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы в скором времени вас пригласим в студию. Мы будем вас всегда рады видеть. Спасибо большое. Çok sağ olun. Dostlar, görgeniniz gibi ve eşitgeniniz gibi elbette de bu balacıklar hayatının hakikaten de gerçekten de böyle bir zevkini hissetken balacıklar ve men bilesem tamam bu balacıklardan biz örnek almalıyız. Elbette de men o adımdan sizlerge hayırlı günler dilemek isteyim. Her vakit iyi tebessümleriniz olsun. Her konunuz, sabahınız tebessüm ile başlansa konunuz da tamam böyle başlanacak. Şunun için ben sizlerge hakikaten de böyle bir pozitif olmalınızı dileyim. Ve siz, elbette de siz gerçekten de eğer siz böyle bir hayatga başka gözden baksanız, elbette de böyle bir hayat sever olsanız siz mutlak koygan maksatlarınıza erişeceksiniz. Ben bilesem bizim işimiz böyle bir meraklı olacak. Şunun için hayırlı günler dostlar. Studiya.
Sağ ol Mavile, men belesem böyle acayip ballar ve umumen ballarımız bizim dünyada bizim çiçeklerimiz. Çünkü onlar bizge böyle çiçekten, gülden böyle nefes almağa yardım edip böyle güzellikni bakmağa, güzellikni anlamağa bizge terbiyeli, bizge takdim eteler. Ve ondan da gayrı aziz teleseyirciler, men belesem böyle insanlar, biz böyle insanlardan hayatını sevmekni, böyle her bir şeyini böyle dikkatle ayırıp hayattan böyle bir yamansızlık arzu edip yaşamakni öğrenmek gerekmiz. Elbette sağ olma bile böyle acayip ballarla bizni tanış ettik. Çünkü bu balların kıymetligi ve onlarda bu nesebetli tabiatga olgan bularning böyle acayip bakışları bizni de ruhlandırdı. Ben bilesem, olar bizim studiyamızda, bizim yayınımız devamında daha çok öyle şenlikni getirdiler, keyfimizni koterdiler. Gerçekten bu bağlar maşası var, o kadar nasıl dansçılar. Hip-hop. Men asıl hip-hop öyle şeylerini oynamağa bilmeyeyim. Men gerçekten oynamağa öğrenmeye isterdim. Bugün görüyorum ki benim için hocalar var. Benim ogumda bugün 3 hoca bulunaydı. Daha doğrusu Mavile'nin ogunda. Ama bu bağlardan, bu insanlardan ders almağa men barar edim, dersini alar edim ve oynamağa kısa zamanda öğrenirdim. Çünkü aytalar ki 2 hafta içinde yani güzel bir oyunu öğrenmeye mümkün. Men anam, men de öyle bir işini becerebileceğim. Asıl benim oynamağa işte bilgim yok ama öyle güzel hocalardan derslerini alar edim. Neyse, hürmetli seyirciler, biz keyfimizni kotermeye devam etemiz. Nefbeteki rubrikamızını seyretemiz. Neler o bizge takdim edecek? Men belesem tavsiyelerini yaxşı. Tavsiyelerini, belki de suallerini, cevaplarını. Geliniz bakayık, nelerini o'zingiz ko'rarsiniz.